Уважаемые жители деревни Аначево, приглашенные, сегодня мы здесь собрались для рассмотрения вопроса итогового собрания жителей деревни Аначево, сельского поселения Андреевский сельсовет муниципального района Илижский район Республики Башкортостан в рамках участия в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на инициативах, на местных инициативах. В первую очередь нам надо будет выбрать председателя и секретаря собрания. Председателем предлагаю себя, Закирова Асхат Мисхатовича, а секретаря предлагаю выбрать Юнусу Рамзию Рафисовну. Если кто за, давайте проголосуем. Руки поднимай. Выше поднимай. Единолично. Долго держим. Васютка против. Воздержавшихся нету, против нету. Далее нам нужно будет выбрать счетную комиссию, которая будет подсчитывать точное число голосов. Были предложены две кандидатуры у нас, до этого как бы разговаривали. Это Ванюшкина Марьяна Георгиевна и Янцубаева Лариса Григорьевна. Предлагаю проголосовать. Кто за, кто против. Решение принято единогласно, да? Тогда переходим к повестке дня. Повестка у нас рассматриваем 5 вопросов. Первый — это информация по реализации в Республике Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Второй вопрос — это выбор первоочередной проблемы деревни Аначево для участия в программе ППМИ. Третий вопрос — определение суммы софинансирования муниципалитета, населения и спонсоров. Четвертый вопрос — выбор инициативной группы из числа жителей деревни Аначево для организации работ в программе ППМИ. И пятый вопрос — решение об использовании сэкономленного бюджетных средств после проведения торгов. Переходим тогда к первому вопросу по реализации. Мы уже как бы сами ощутили поддержку этой программы. И не первый год не участвуем. Первый опыт у нас был это в 2016 году. То есть всем сельсоветам мы участвовали, приобрели трактором ТЗ-82 и прекрасно на сегодняшний день как бы пользуемся этим трактором. То есть зимой большая нам помощь, это в любое время можем почистить дороги, улицы. В летнее время скашиваем обочины. То есть сами свою работу выполняем в нужный срок. Также проводили вот в Андреевке у нас ремонт, получается, здания школы. Кровлю перекрывали, окна поменяли. Сейчас там прекрасно вот тепло, хорошо. До этого работу проводили в Кирзаводе в поселке. Там провели тоже газификацию. В данный момент во всех домах стоят индивидуальные газовые котлы. Каждый сам регулирует, сколько ему тепла надо. Так. И по этой же программе вот на следующий год хотелось бы участвовать в вашей деревне. Если согласны участие в программе ППМИ, давайте проголосуем за это. Кто за? Воздержавших нету, да? Против нету. Решение принято единогласно. Тогда можем перейти ко второму. Уважаемые жители, теперь, когда мы решили, что будем участвовать в программе ППМИ, нам надо выбрать первоочередную проблему. Мы, посовещавшись до этого как бы со старостой, с советом деревни, хотели предложить вам такой вариант, что считать более неотложным и важной задачей, связанной с муниципальной инфраструктурой деревни Аначево, это капитальный ремонт социального комплекса деревни Аначево в рамках ППМИ. То есть провести ремонт здания и также там провести газификацию. То есть у нас там есть и клуб, есть и школа начальная, есть и садик, чтобы детям было тепло, хорошо, уютно заниматься. От
электричества отказаться от электрического отопления, перейти на газификацию, газовое отопление. Если вы согласны, давайте проголосуем за это. Кто за? Против? Воздержавшийся? Решение принято единогласно. Можем перейти к третьему вопросу повестки дня. Это предварительный расчет для проведения капитального ремонта. Максимальное финансирование у нас 1 миллион 350 тысяч рублей. Из бюджета сельского поселения планируется выделить 15% от запрашиваемой субсидии, то есть 150 тысяч рублей. Так же, как и было сказано, и ежегодно вот мы участвуем, обычно мы идем от населения, от спонсоров по 10% от стоимости. Это получается, нам надо будет своими силами собрать где-то в порядке 100 тысяч рублей. От спонсоров тоже 100 тысяч рублей. Остальная сумма у нас будет финансироваться уже на республиканском уровне. Я думаю, это у нас неплохая возможность, поучаствовав, решить проблему нашего села. Если согласны по финансированию, давайте проголосуем. Кто за? По предложенным голосованиям, смотрю, все согласны. И хотелось бы определить по смете, если смету будем составлять на сумму 1 миллион 350 тысяч рублей, то просим от республиканской субсидии в размере 1 миллиона рублей. То есть республика нам, если пройдем по конкурсу, будет выделять 1 миллион. Определим вклад населения, как мы сказали, 100 тысяч рублей. И чтобы, думаю, 100 тысяч рублей собрать, наверное, с каждой семьи с деревни, наверное, по 800 рублей. Если будем собирать, эту сумму соберем. Также получается от спонсоров помощь спонсорская составит 100 тысяч рублей. И по этим деньгам, вот собрав, сможем уже реализовать нашу проблему. То есть по капремонту здания соцкомплекса. Давайте проголосуем. Кто за? Решение принято единогласно. Тогда переходим к четвертому вопросу повестки дня. Это выбор инициативной группы. То есть инициативную группу будем выбирать среди жителей, чтобы эти люди могли контролировать ход событий, работ, чтобы не просто на самотеке работы шли. То есть кто-то может во время работы внести какие-то корректировки, кому-то может что-то не нравится, там качество работы выполнено. Из-за этого, чтобы раз есть ваша доля денег будет там, из-за этого предлагаю выбрать инициативную группу. Председателем комиссии предлагаю выбрать Шайхулова Владимира Борисовича. Также у нас на последнем сходе же выбирали совет деревни. Этих ребят тоже включить туда же, чтобы могли приходить, смотреть, как работы ведутся. Вторым планом помощником будет Байрамалов Борис Иванович. Третий Янсубаев Арсений Андреевич. Иванчин Степан Алексеевич. Яндубаев Григорий Дмитриевич. Согласны с инициативной группой? Давайте проголосуем тогда за них. Кто за? Кто против? Решение принято единогласно. Можем тогда перейти к пятому вопросу в повестке. То есть, если мы выиграем по программе ППМИ и будем работать, то согласно 44-го федерального закона, если
останутся деньги, то есть будут проводиться торги же, какая-то организация будет эту работу брать, соответственно, по торгам у нас должно выйти экономия денег. То есть этих от 1 350 000, там же желающих, наверное, думаю, будет много, и все равно останутся сэкономленные деньги. Если эти деньги сэкономленные будут у нас, то во избежание как бы нецелевого использования бюджетных средств, субсидий, предлагаю эти сэкономленные деньги на дополнительные работы включить туда же. То есть в ремонт соцкомплекса. У нас там работ, если так планировать, много. Можем на прилегающую территорию благоустройство сделать. Может, заборы поменяем. Если деньги останутся, как бы посмотрим по смете. Сначала проект будет, наверное? Да, ну, проект обязательно будет. Мы там про крыльцо говорили, помните? Да. Ну вот это все вот из-за этого мы включили как бы в капремонт здания, чтобы вопросов не было, и мы могли эти все деньги включать не только как бы газификацию, но еще и само здание. Может, окна поменять, деньги останутся, двери поменять, крыльцо сделать дополнительно. Как бы вот такие вопросы. То есть, если нету возражающих, давайте проголосуем. То, что сэкономленные деньги у нас также останутся дальше на ремонт, на развитие этого здания. Все, возражений нету, да? Решение принято единогласно. Тогда, уважаемые жители села, по этой повестке дня у нас собрание исчерпано. Спасибо за внимание, спасибо за то, что активно участвуете, поддерживаете нас. Спасибо за все. Он действительно газ кіртуанда очень необходимый, своевременный. Андай возможность болғанда кіртірге керек. Потому что в перспективе электроэнергии всегда каждый год кеметтана. Газ пока еще у нас вполне обеспечены, так что газ кірту біздің үшін это большое әйбәт не было. Ауыл үшін де, жителер үшін де и родителер үшін де очень хорошая вещь будет. Мы приветствуем это дело. Надо это дело сделать обязательно. Если есть возможность, ансыз тұрмыш бармай olur. Мы, тем более, районное руководство в этом отношении нас поддерживает. Мы за это рады, благодарны им за это. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем біздің ауылға да шундай қараш болса, мы еще будем рады.